Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Дмитрий Михайлович Барзин, бывший заместитель директора издательства Мордовского государственного университета по производственным вопросам, соучредитель Мордовского регионального отделения партии садоводов и вот с этого года председатель садоводческого товарищества 40 лет ВЧК. Вот. И начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, а в чем заключается вообще производственная работа в издательстве? Чем вы занимались? Производственная работа в издательстве, если кратко, это обеспечение бесперебойной работы оборудования. Полиграфическое, Полиграфическое. Сюда включается снабжение, ремонт, оперативное исправление недочетов и так далее. То есть чисто производственные технические вопросы. И с начала 90-х годов вы уже в издательстве работаете, да? Да, я в издательстве работаю с 91-го года. Из чего началось и как Началось с того, что в университете было принято решение внедрить в структуру издательства компьютерную технику. Тогда еще компьютеры только-только появлялись, поэтому я до этого работал на вычислительном центре университета и перешел в издательство на должность начальника участка поднабора. То есть это аппараты, которые, так сказать, прообразы компьютеров, на которых набиралась в то время вся текстовая информация. Затем в университете первые в Мордовии для издательства было приобретено и внедрено компьютерное оборудование, нигде не было. Вот с этого все и началось. А вот вы целенаправленно посвящаете свое время решению, отстаиванию интересов, получается, садоводов Мордовии. А почему вы посчитали для себя важным тратить свое личное время на решение таких общественно значимых вопросов? Вы знаете, это, наверное, в крови, поскольку и отец, и мать у меня из глубинки, из деревни. Мордовской? Мать с Пензенской губернии, отец с напольной Тавлы. Поэтому мне с детства прививали любовь к труду, к земле. Наверное, это осталось в крови на всю жизнь, поэтому мне обидно, когда то дело, которое начинал еще мой отец, начинает разваливаться, поэтому я начал заниматься садоводческими делами в плане организационной, технической, то есть обеспечение водой, полив участков и так далее. И со временем участок уже перешел мне от отца, он с 58-го года. Поэтому работы хватает, и мне просто интересно. А дело, которое ваш отец начал, стало разваливаться, имеется в виду, что раньше она была на государственном обеспечении, да, и снабжалась, а потом никто не хочет складываться? Тут, наверное, большой вклад в развал внесла сумятица 90-х, когда началось повальное воровство и так далее. До 90-го года, в 80-х годах 190 участков в нашем садоводческом товариществе, практически 90% обрабатывалось. Люди ходили семьями, оставались ночевать, было электричество, устраивали массовые встречи у костра и так далее. Но после этого начали резать трубы, первым делом провода и так далее. И второе, это со временем старшее поколение уже, так сказать, уходит, а молодое поколение, по всей видимости, не так немножко воспитано, им легче купить в магазине, чем вырастить своими руками. А когда вы создавали региональное отделение садоводческой партии, вы, получается, сравнивали, как обстоит дело с региональным отделением в других регионах? И как мы на общем уровне? На общем фоне Мордовия выглядит, по-моему, самая плохая. Потому что во всех окрестных в Ульяновской области садоводческое движение поддерживается властью.
местной. Деньгами. Субсидиями, охраной и так далее. В Мордовии, к сожалению, это дело поставлено не так, как хотелось бы. И главный принцип у вас какой для того, чтобы спасти вот дачное вот это объединение садоводческое? Как вы пытаетесь людей убедить, что Да, это но сейчас, давайте вместе, да, сейчас складываться? вот начинает, сменился у нас председатель городского садоводческого товарищества, поэтому начинаем вовлекать молодежь в это дело, уговаривать, рассказывать, помогать. Ну, по-моему, дело немножко сдвинулось в лучшую сторону. А всего у нас сколько садоводческих товариществ в Мордовии? Или в Саранске? У нас было где-то порядка 50, сейчас живых осталось, по-моему, 12, что ли. А из них вот 15. больших? Больших у нас, ну, самый большой это Охотник, там 1500, по-моему, где-то в этом районе. Охотник там тоже садов... Садовое товарищество называется. В Саранске? Да, в Саранске. Ну, там, да. А где находится оно? А вот знаете, как 5-й кладбище проезжаешь, сразу направо. Мгм. Вот этот вот массив за 5-ми кладбищами с правой стороны. Вот это вот Охотник. Да, там они, молодежь взялась за дело, там свет есть у них, видеонаблюдение, охрана и так далее. Вот мы стремимся, так сказать. А почему у них более так выглядит? У них более богатые там Понимаете, да, люди? более... Или место более красивое там? Да не место красивое, инфраструктура лучше. То есть есть дороги, есть... Меньше своровали там проводов. Да, есть дороги, есть свет, есть вода. Вот это самое главное. То есть вода самое главное. Что-то еще хотел спросить, забыл. Ну ладно. Красивое вот название у нас 40 лет ВЧК. Как связан ваш отец с ВЧК? А, вот я хотел спросить, извините, мы к этому вернемся, это очень интересно. А почему, как вам кажется, вообще вот эти садоводческие товарищества находятся в соседстве с кладбищами? Вы знаете, когда они организовывались, кладбищ не было. Не было. Мгм. В перспективе они там не А планировали. зачем кладбище туда сделали? Ну, видимо, не нашлось вблизи земель. Чтобы дороги новые не вести, да? Может быть, и дороги не вести, но когда это все было, кладбищ не было. А когда основывалось, допустим, вот 40 лет ВЧК, это когда? В 1958 году. В 1958 году. Да. Нашим телезрителям скажу, что если в обратном порядке, в 50-х, 60-х годах отец Дмитрия Михайловича, Михаил Павлович, был министром, как сказать, начальником управления строительства или Да, министром начальник управления строительства. города или республики? Республики. До этого он, если пропустить, он был участник Великой Отечественной войны, и он из командного состава, да, и он, Подполковник, Подполковник. начальник инженерной бригады 5-й танковой армии. который воевал где? Прага. Ну, сначала Сталинград, Прага и Берлин. Инженерный, да? Да, то есть он обеспечивал бригады при танковой армии, которая обеспечивала строительство переправ, укреплений и так далее, оперативное обеспечение. Мгм. После войны он 4 года, ему доверили быть ответственным сотрудником, возглавляющим отделы по восстановлению культурных сооружений Сталинграда и каких-то вот еще там вот. То есть он был один из тех главных людей, который восстанавливал Сталинград после вот его уничтожения во время войны. Да. После этого он в начале 50-х возглавил... он был 1 год министром коммунального хозяйства Мордовии, а потом его избрали 2-м секретарем горкома Саранска, КПСС Саранск, а потом 1-м секретарем. Это, по сути, как у нас Петр Николаевич Толтаев, да? Раньше Да, это был 1-й секретарь. Да, в принципе, да. А вы родились в Я в 50-м 50-м году, когда ваш отец был как раз первым человеком в городе. Сыном мэра города, современным языком, родился. А после этого
перед тем, как назначить его начальником капстроительством уже республики, он несколько лет, вот отец ваш работал в ЕВАСе кем? Зам, как, зам начальника управления исполнения наказания ЕВАСа по строительству. И в тот момент В тот момент переводились крупные предприятия из Москвы и других крупных городов ближе, так сказать, к промышленным ресурсам и к дешевой рабочей силе, если уж так говорить. связано с древесиной было, да? Ну да. Это производство. И как это обычно принято, заключенных использовали на тех производствах, которые были опасны, это химическое производство. В принципе, да, там работали только заключенные. Ну, конечно, они там не добровольно работали, да? Хотя называлось, наверное, Ну, там химия и так далее. не знаю, добровольно, не добровольно. Нормы того времени. Да. Но вот я когда учился там в школе, нас один раз Да, и вы там учились. водили на экскурсию в колонию. Но это, конечно, по тем временам это был по сравнению с остальными как коммунизм. То есть там чистенькие дорожки, оранжереи. То есть там было очень много специалистов высококлассных, которые были, может быть, даже и невинно осуждены. Не знаю, но качество продукции, качество культуры меня поразило. Хотя, может быть, это нетипично, но Да, получается, тот контингент, да, который там, был то есть, несправедливый, была интеллигенция, они для себя которая среду была, улучшали. Видимо, в те годы репрессирована. Да, потому что, вот получается, очень большие были стройки. Конечно, после смерти Сталина это свернули, там, можно сказать, десятки или в сотни раз объем производства, а их строили в основном за счет привлечения миллионов заключенных. В основном заключенные это были, в том числе, по трудовым статьям, там приняли В такие основном, да, трудовые по статьи, трудам, да. до которой вот, обычный там, может, саботаж или лень, или какая-то ошибка в работе, и людям давали годы, и они уже... Совершенно верно. Опоздала работа на 5 минут. Все, подсудное дело. По тем временам это так было. И вы вот там жили с семьей, Да. и учились, и получали образование. А если до войны мы вспомним, то ваш отец, он тоже был связан вот на этой, здесь была улица Советская, и на перекрестке Советской и проспекта Ленина, тогда Гражданской, находился Народный комиссариат внутренних дел. Конечно, в 1939 году, когда команда Берии сменила команду Ежова, несколько десятков человек, которые уже, как сказать, наиболее, уж совсем открыто фальсифицировали дела, их репрессировали и в Мордовии, и, наверное, и в том числе руководящий состав сменился, и в 1939 году вот пришло обновление, и в том числе ваш отец, он возглавлял Мордов проект несколько лет. А что такое, что это за организация? Это организация, которая проектировала здание. Вот Дом Союзов. Дом Союзов, Да, ответственный за проект. да. А Левков же его проектировал. Ну, Левков тоже, архитектор был главный. архитектор. Это организация, которая это все, так сказать, курировала, организовывала. Ага. Ну, насколько я знаю, Да, Дом какие еще? Союзов, потом вот. Следственный Да. комитет или Да. прокуратура? Ну, прокуратура. Прокуратура, да, вот. Да. Мгм. Вот эти два здания я знаю точно. А вот еще, то есть очень много. Ну, получается, все Поскольку он здания, имел которые в этом году. архитектурное образование. Он кончал же Московский архитектурный институт. Мгм. Поэтому И вот когда он вам не рассказывал потом, что когда в 1939 году, он до начала Великой Отечественной войны, он 2 года возглавлял, был начальником отдела строительства НКВД Мордовской ССР. Вот он когда туда его взяли, это же многие, когда после того, как их назначали, они уходили уже в лагеря некоторых там, или могли сфальсифицировать, или за компанию. Он не боялся, как не рассказывал он вам? ну, он не рассказывал. Наверное, у него не Я спрашивали, думаю, что согласен ли он. люди его поколения после Великой Отечественной войны
перестали бояться. А до? А до? Ну, по всей видимости, нет, поскольку он и воспитан был, отец у него участвовал, был среди первых в республике председателей колхозов. Поэтому, то есть... Инициатор был, да, да, получается? воспитание у него было, так сказать, в коммунистических традициях. И участники гражданской войны, наверное. Нет? Ну вот насчет этого я не знаю, слишком маленький был, где-то я помню. А один из первых, это конец 20-х или даже начало Это 20-х? где-то, наверное, конец 20-х. И вот у нее такое Потому воспитание что было. вот тетка рассказывала мне, она тоже была партийным Это работником. сестра его, да? Да. Вот. Кто из них раньше в партийную жизнь? Ну, она помладше, он постарше. Что, когда они были в колхозе, он был председателем колхоза где-то, то и стреляли в окошко, и, то есть времена такие были жесткие. А вот сейчас вот прошло время, вы вот, как считаете, вот эта коллективизация и переход на колхозы, он все-таки больше вреда принес или лучше частная инициатива, рыночная экономика и Я думаю, частная что собственность? где-то 50 на 50, потому что если смотреть перспективу, то если бы не было коллективизации, я так думаю, что мы бы не выиграли Великую Отечественную войну. То есть воспитание, если бы остался вот тот же НЭП, так сказать, частная собственность и так далее, у молодежи было бы не то воспитание, не было бы ни Матросовых, ни Зои Космедемьянской, других, которые преданно, так сказать, свою родину любили. Вот это мое личное мнение. Да. Я, конечно, не согласен, но не буду спорить. Но и мы с вами оба не историки. Но мы лучше на другом сойдемся, по другим вопросам. Значит, он 2 года был начальником отдела строительства НКВД Мордовская ССР. Ну, наверное, он вам уже, когда в 50-х годах уже не возвращался. И вообще, наверное, было не принято рассказывать о своей работе. Даже если бы рассказал, вам, наверное, захотелось бы, может, Ну, я так забыть. думаю, что начальник отдела строительства НКВД это все равно это стройка. Это Да. технические Ремонт, вопросы стройка, и так далее, и так Возведение далее. зданий. Возведение зданий. По-моему, здание ФСБ, которое вот снесли здесь, тоже под его руководством строилось. Поэтому, Это уже после войны. да. После. А там объединили 2 здания красивые, этаж сверху достроили. Да, его, кстати, жалко снесли. Это красивое историческое Поэтому здание еще. Я не думаю, что он был близок к этим политическим вопросам. Конечно, конечно. Там тут никак. Это еще даже, если бы по административно-хозяйственной, Да. это еще те, кто Да. места для расстрелов, Ну места да, захоронений. то есть это какие-то обыски делают, а это же строительство, чисто техника. А, кстати, а он работал вот в этом здании на перекрестке, около памятника Ленина, где сейчас? Или где он? Или там в другом здании он находился? По-моему, не здесь. Это совнархоз был, где сейчас техникум. В 39-м. С 39 по 41 НКВД находилось здесь, на перекрестке. Может быть, я вот, честно говоря, Помещались ли они там или не помещались? не Не знаю. знаете. Ну, это такая информация действительно может Я знаю, неинтересная. что жили они Да, где, сначала, где сейчас поликлиника МВД. Не Там знаю. были Это бараки, где? вот здесь жили в бараке. А где это? На Республиканской, где университетский дом, вот это вот, где общежитие университетские, а Так. напротив, вот по этой дороге, которая к линии идет, Там улица Серова вдоль железнодороги. Нет, Аш? это улица как раз Республиканская. Республиканская. Идет к железной дороге, упирается. Так, Вот если к железной дороге идти, с Слева- левой стороны милицейский дом и были бараки, вот где милицейский дом, здесь стояли деревянные двухэтажные бараки. бараки это места жительства для временного проживания сотрудников МВД. Да, там Вот были? они там жили. я не Двухэтажные, знаю. трехэтажные? А? Сколько этажей там 2 было? этажа. Много их там было бараков? Штук 5, наверное. То есть снесли Там на частные... 2 или 3 подъезда каждый был.
Ну, А я там деревянные рядом дома. живу, и не знаю, вот как интересно. То есть там были когда-то частные дома, Да. их снесли в годах 20-30-х, построили где-то 5 бараков, да, Да. двухэтажных, и там жили сотрудники. Ну, я не знаю, сотрудники, вот дед там жил вместе с отцом. Да, и там поликлиника, правильно. Вот сейчас на этом месте поликлиника. И именно поэтому на месте бараков построили милицейский дом. Да, и Может дали- быть, может Потому что это, видимо, территория была Может быть, Министерства внутренних дел. Он там жил. да. Если он сюда, конечно, им... ну вот он шел по фонтану спуску, поднимался. Это Ну, минут здесь 15 в свое идти. время фонтанов спуска не было, Да. ходил третий автобус. Правильно, да. Ну, по тротуару, значит, минут 15 здесь идти, если оттуда. А что еще вот о том месте? Там были бараки, что там еще было? Это мне просто как жильцу интересно. Ну вот, я не знаю, бараки, сараи, скотину держали, кур держали и так Каждому из них давали еще какой-то далее. Ну, для сейчас во скота, всех да? домах раньше сараи были. Ну, это же барак, для там дров и так там же далее. они вместе живут в бараке. Ну как, там отдельные, ну как вот у нас сейчас малосемейка называется. Мгм. То есть с отдельным входом, М. там вот сколько у них, 2 маленьких комнаты было. Я вот видел по адресам, что Красовский, это был, по-моему, с 37 по 38 начальник НКВД Мордовской ССР. У него было, где сейчас военкомат на перекрестке Московской и Республиканской, там какой-то дом, вроде бы Может в этом быть, доме может жил. быть. Вот А, это, видимо, чуть-чуть пониже по Республиканской Да. были его сотрудники по жили. всей видимости, может быть и так. И сколько он там лет жил? Вот, наверное, 2 года работал, 2 года жил, да? А потом на войну. Да, вот пока потом он переехал вот на Советскую 24 сейчас. Это когда его Это- кем назначили переехать? Вот когда назначили первым секретарем. А в 37-м, 39-м На войну он ушел оттуда. оттуда ушел. Да. А где, вы говорите, он жил, когда первым секретарем? Советская? Ой, проспект Ленина, А это- 24. А дом сейчас этот есть? Вот где угловой дом, угол Полежаева, угол Полежа- проспекта с правой стороны. Ага. Где сейчас вот так вот он. Потом к Поворот нему, железной дороги туда. да, пристроили вот этот, а сам это красивый дом, он угловой. построен, по-моему, сразу после войны. Да, Потому его... что я знаю, что там еще потолки дранкой отделаны и так далее, и так далее. Это элитный дом был, да? Да, там напротив нас жил Григорий Яковлевич Меркушкин. Министр образования и будущий ректор. Да. А напротив, в смысле, в этом же Да. доме, но в квартире. Меркушкин жил в соседнем подъезде, а напротив жил Иван Павлович Астайкин. Не знаю, это кто? Астайкин, председатель Совета Министров, Совета министров. да, все времена. Ага. Он был председателем, а министром у него был Меркушкин, получается, да, министром образования? Ну, это министр образования, а это председатель Совета Министров. То есть, ну, как сейчас Ну, его начальник, в Волков. общем. Не Волков, а как сейчас этот, Сушков. Сушков. Владимир Федорович. да. Понятно, вот они рядом жили. Председатель и его министр. Так, Ну, то есть дом был построен для, так сказать, руководящих работников, мгм. так скажем. А вот около здания ФСБ, к Это сожалению, потом был снесенного, уже дом построен, там тоже начальники МВД вот там тоже жили. по всей видимости. Ага. Это попозже. Это позже был Позже. построен. А когда он приехал уже сюда из Еваса, вам квартиру дали как начальнику? Нет, он Управление получил строительства. эту квартиру, когда был первым секретарем. Когда в Саратовская. Евас мы уехали, она осталась за ним, эта осталась. квартира, да. Тут жил. И никто там не жил. Нет, Там старший брат жил. Старший брат. Да. Его? Мой старший Ваш, брат, ваш. Его сын, сын. Который ученый. ну, Да? который в университете Да. работает, да. Который, да, ученый, можно сказать, один из выдающихся нашего университета. И вот там жили. И получили садовое товарищество, участок Да. Ну как, в каких годах? в 58 году. В 58 году. Мгм. Спасибо вам за вашу искренность. Это для любителей истории будет очень важно. И потом мы миф разрушаем, что нельзя. Мы его попозже разрушим. Наша инициативная группа обращает городской, вот Петр Николаевич и его коллеги, и региональным властям, Владимиру Дмитриевичу и Владимиру Федоровичу Сушкову, пожелания, которые реализованы в десятках городов и республик, и регионов
нашей страны. Ничего мы беспрецедентного не предлагаем, только то, чтобы показать, что наше общество Мордовии не меньше ценит невинно пострадавших людей в нашей республике, чем жители других регионов. И потом все уровни власти, и правоохранительные, и прокуратура, Федеральная служба безопасности, МВД, и законодательная власть, исполнительная, и даже на региональных уровнях, и на федеральном уровне все признали, что действительно это было неправильно, даже, можно сказать, преступление было, и мы это признали, реабилитировали большую часть осужденных. Я знаю, где-то порядка 10 тысяч реабилитировали. В Мордовии, да, около 15 тысяч по 2 книгам памяти, 14 200, если сложить, из них реабилитированных 2400 расстреляно. Ну, еще, конечно, мы продолжим, но я просто хочу сказать, что что вы сейчас поддержите, что это чисто в линии общей развития страны. Я считаю, что вот это вот направление по реабилитации невинно осужденных, это важное очень направление в современном мире, поскольку и так, если уж глобально мыслить, на нашу страну бочку катят со всех сторон, что у нас чуть ли не полицейский режим и так далее. Это раз, и во-вторых, людей забывать нельзя, и память о них должна остаться. Я знаю, вот книга памяти выходила последний, по-моему, в 2000 и 2004. Да, но вот это дело надо обязательно продолжить, потому что сюда больших средств для этого не надо. Надо просто желание и помощь от нашего руководства. И хотя бы начать с этого. И в перспективе можно и нужно и организовать какой-то музей памяти репрессированных, может быть, памятник какой-то. Но начать хотя бы с чего-то надо начинать. Сначала положенного 2 книги вышло, надо это дело продолжать. Да. Я считаю, что это очень важное дело. Да, и это объединяет и разные социальные и молодежь группы. будет знать. Я вчера вот посмотрел обзор молодежи на улице, спрашивает, что для вас говорит 22 июня. 90% не знают, что это такое. Но это что такое? Это мы теряем память о людях навсегда. Глупый вопрос задам. А может, хорошо, что забыли вот от ужаса войны и в людях нет Я этого страха? не согласен абсолютно с этим. Абсолютно не согласен. Такие вещи забывать нельзя. Чтобы не повторять. Чтобы не повторялось. Чтобы бояться войны и не допускать оно ее. не забывается. Вы смотрите, вот 9 мая, какие с портретами, сколько. Каждый год все больше и больше людей идет. То есть люди помнят о своих родственниках хотя бы. И то это большое дело. Я считаю, что это дело забывать ни в коем случае нельзя. А как вы считаете, 9 мая это все-таки это праздник или это день скорби? Или не противоречит одно другому? По-моему, здесь одно другому не противоречит, потому что праздник из-за того, что страна все-таки выстояла и победила, а скорби, что мы потеряли сколько миллионов. Ой-ой-ой. А вот До сих пор ведь это аукается, вот эти вот демографические провалы, всплески. Да. А вот как вы считаете, важно ли опровергать тех людей, которые говорят, начинают, не начинают, все-таки были говорить, что мы бы и без как бы сторонников и Америки, без Англии, без них бы победили, и без других союзников, что мы сами победили, а они, наоборот, вредили. Или все-таки надо сказать, что Нет, их помощь была тоже незаменима? надо сказать, что, может быть, она была запоздалой, но она сыграла свою роль. Может быть, мы бы и победили сами, но, может быть, это дело еще бы стоило десяткам миллионов жизней. Это тоже надо учитывать.
Да. Цель ведь не победить, а Да. победить с наименьшими Да, потерями. конечно. Жизнь человека – это самое важное. Вот в том числе считается, что почему мы воевали на один фронт, потому что Япония не напала на СССР, потому что Япония в этот момент воевала с Америкой. Да. Если это бы Америка не тоже воевала- фактор, да, конечно. Весь флот Германии потопила Англия с Америкой. Авиацию Нет, большин- это другое дело, что нельзя говорить, что они сыграли решающую роль, не решающий. Не решающий, да. но помощь была существенна. Но знаете, вот как еще какая есть точка зрения, что мы вот говорим, что они открыли второй фронт там в середине войны, но они открыли второй фронт в начале сентября 1939 года. Они уже в начале сентября бомбили Германию, потому что Германия захватила Польшу. А мы в этот момент-то были в союзе с Германией. Ну. Вот как это противоречие? Это Кто из нас открыл второй фронт раньше? Может, это мы открыли второй фронт 22 июня, а они воевали уже с 1939 года. Тоже это задача может такая. быть, для них война была вторым фронтом наша, Мгм. а для нас, извините, Да, но сплотиться мы должны в том, чтобы больше не допускать войны. естественно. Спорить по поводу естественно, прошлого, да. а в будущем, потому что Все всё-таки- вопросы надо решать политическим мирным путем. да. Как раз для этого есть и ООН, и международное право, чтобы не кровью решать, а договоренностью. Вот вы в своем выступлении уже поддержали наши пожелания. Это продолжение реабилитации, которая еще многие миллионы, может сказать, по стране, по многим, в том числе по трудовым статьям, тоже миллионы людей. Как бы несопоставимое Нет, это дело наказание. обязательно надо продолжать, и оно, я считаю, будет продолжаться, если есть заинтересованные люди, как ваша вот инициативная группа. Поэтому я обоими руками за. А вот, кстати, миллионы людей, воевавших в войне, среди солдат Германии уже нет ни одного пропавшего без вести. По-моему, почти, или там десятки тысяч. А у нас миллионы еще. И вот Николай Андреевич Курчинкин в Мордовии возглавляет, и сотни уже людей, десятки, не буду преувеличивать, в Мордовии, может даже сотни, занимаются тем, что разыскивают. И каждый год поднимают десятки людей. Вот вы как их поддерживаете? Обязательно. Это нужное очень дело, и вот эти вот поисковые отряды, они вносят очень большой вклад вот, в дело, ну, чтобы вот предыдущему, чтобы не забывалось это. Все вот для этого это тоже очень важно. И поэтому и государственная власть должна и помогать им финансами. Естественно, то есть самодеятельностью тут раскопки это дело серьезно, то есть очень много ведь они сначала работают с документами, Да. очень много. А копать это одно, а знать, где копать и что искать, то есть это надо работать с архивами. И берут прям на один месяц в мае, уезжают, свою жизнь просто посвящают, Да. потом еще через несколько месяцев на месяц. Что вот, как мы должны благодарны быть этим Нет, людям? это люди делают которые среди нас ходят, в большое Мордовии. очень дело. Я им благодарен безмерно. Я тоже. И в том числе вот, продолжение реабилитации тоже, конечно, это финансово затратный процесс, нужно отдел в прокуратуре тоже как Ну, бы я думаю, создать, что чтобы вот по лопатили мере, это так всё. сказать, раскрытия архивов, то есть снятие грифа секретности. Вот сейчас, видите, сняли гриф секретности с документов о Брестской крепости. То есть этот процесс идет медленно, но идет. И вот снятием грифа секретности с архивов и НКВД вот бывшего и так далее. И все это будет проливать свет на невинно репрессии. репрессированных, да, и поможет вот этой работе по восстановлению. Ведь неизвестно даже полно ни фамилий, ни имен, и очень много ведь, так сказать, неизвестных в этом. И естественным образом вот эти десятилетия будут продолжаться и доведена до конца реабилитация всех до одного. Это не стоит больших денег, зато гармонизируется общество. Все мы знаем, что Конечно.
пострадавшие восстановлены. Мы, как общество, попросили прощения, потому что все общество участвовало в этом, поднимали руки, работали. Да. Это нет ни одной группы, которая бы, хотя мы вот все валим, даже вот как бы такую вещь Нет, скажу, ну, тут, на НКВД, конечно, вина- а они всего лишь выполняли поручения партии. Если бы они не Да, выполняли, их да. бы убрали. А партия выполняла поручения Сталина. Тоже кто соглашался. То есть это была такая пирамида. А кто привел большевиков к власти вообще вот такого рода? На учредительном собрании в Петербурге, в Москве большинство проголосовали за большевиков. То есть вот вы проголосовали. Вот они решили, а почему, если мы большинство в Москве и в Петербурге, почему мы не в руководстве страны? Захватили власть во всей стране, несколько лет продлили на все регионы, и вот 40 лет до конца, до смерти Сталина продолжался этот период. То есть как люди проголосовали на учредительном собрании, то есть все общество виновато, и мы все как общество Да, должны конечно. попросить прощения Конечно. через реабилитацию. Вот вы правильно сказали по поводу... То есть нужно по максимуму открывать архивы, потому что 80 лет Конечно, прошло, Да, не бояться, там тайн уж никаких нет на уровне, допустим, Мордовии. Там даже и, ну, те, кто виноват-то, их уже в живых-то нет. Да, То их, есть, да. Да даже те, кто виноват, вот сейчас, допустим, вот даже вот сейчас мы снимаем интервью, а по всей стране наверняка происходит несколько убийств. И мы же не будем засекречивать убийства, потому что их детям неприятно знать, что у них отец, сын не виноват, что у него там или дочь. Просто мы говорим, а все общество просим за них прощения, потому что все допускали это беззаконие. Это не только, а то привычно. Вот с хрущевских времен все валят, что это НКВД виновато, а все остальные чистенькие. Нет, все общество виновато. И мы все общество должны расхлебывать. частично виноват. Вернее, Да. кто-то в какой-то мере разный, кто-то где-то написал на кого-то Да. из-за того, что вот там закурить не дал сосед или чего-то поругались. Вот тоже такие ведь были вещи. Тоже были. Поэтому, так как Без бюджет... злого умысла написал, а человек... Да. Да я считаю, и поднимать, когда на всех предприятиях поднимают руки за расстрел невинных людей и говорят, нам сказали, что они виновны, но если вы, Ну да. а ваших детей скажут То есть я к чему? Что и поэтому бюджет республики и города – это наши деньги горожан, и мы должны считать, вот у нас инициативная группа, что часть этих денег должна направляться на то, чтобы просить прощения перед умершими давно. Мы должны то в есть такой форме. на продолжение этой работы по реабилитации, да. Ну, то есть тут деньги-то ведь небольшие. Да. Мы же не просим ни миллионы, ни... Да, да. Если тем более каждый Да. год растянуть процесс, то это там сотни тысяч рублей ежегодно. Или, ну, там, может, даже миллионы на какие-то разовые мероприятия. Дальше, вот вы сказали памятник, правильно. Вот у меня разные версии, где его ставить, но, наверное, вот раз это связано с центром и НКВД рядом, разные есть. Вот Владимир Кузьмич Абрамов предлагает около собора, там есть памятник жертвам Первой мировой войны, там есть площадка, там можно поставить. Вот мне, еще вокруг Белого дома пространство тоже. Потом раз здесь, на Советской площади, получается, расстреливали 1000 людей, и там есть памятник Ленина. Я против сноса памятников, все-таки это неправильно. Памятники пусть разные исторические периоды. А там вот за деревьями был памятник Сталину. Я считаю, что вот этот вот вопрос, может быть, я не прав, этот вопрос решать единолично нельзя. Конечно, Этот вопрос должен решаться всенародно. всенародно. Да, то есть нужно выдвинуть Можно даже референдум несколько вариантов, городской. да, Да. или профессионалы, опрос провести, или что-то. да, но где наиболее уместно. это надо согласовывать с Градозащитники. обществом, да. Да, и архитекторы вот города. Да. Ну, просто как идея, чтобы они размышляли, у них было несколько десятков вариантов. Вот там, где памятник Сталина, там можно было бы. И он бы уравновешивал памятник Ленина, который, вот с моей точки зрения... Быть, мест много. Да, но Мест не много. настаивай, пусть это будет объединяющее место Да, всех. да. И тут главное, что это одно из центральных, но все-таки это в центре, как вы считаете, должно быть. Ну, события-то. в принципе-то да. Все-таки десятки тысяч Хотя, пострадали. Или спрятать куда-нибудь. Или, может быть, там же, где Под мост вот куда-нибудь. расстрельное место, Там там, вот- памятник поставить. Но вот в десятках городов, все-таки в центрах городов находятся Может быть. памятники. Ну, И- тут и в Москве однозначно несколько мест, и в нужно Петербурге. это все дело обсуждать Да, общественно. да, я считаю, вот каждое наше Открыто. пожелание, оно должно объединять и власть,
и общественные группы, и разные национальности, религии, что эта мера должна не разделять людей, а наоборот Конечно. гармонизировать, что мы вот в этом мы сошлись, что так больше нельзя, и мы должны вместе попросить у них прощения. У людей разных конфессий, разных профессий тогда уничтожались, и разных классов. А вот сейчас мы объединяемся в том, что вот мы говорим исторически, граждански, это было нравственно, мы осуждаем. Дальше, здесь около 1000 в стране памятных табличек и мемориальных досок на стенах последнего места жительства расстрелянных людей. Если у нас обнаружатся такие дома, и вот жильцы этого дома поддержат это решение, что можно увековечить память, вы как бы к этому отнеслись? Я не знаю, я Спорный вопрос. не да? уверен, да. А почему, скажите, Ну, интересно? потому что слишком много времени. У нас на домах висят таблички выдающихся деятелей Мордовии, Да, в области героев искусства, управления. Советского Союза и так Герои, далее. да. Ну, слишком много табличек. Это сейчас, во-первых, и домов столько таких нету уже, где люди жили. Да, снесли Смотрите, почти все. Саратов-то практически все, весь Да. перестроился К сожалению, абсолютно. да. А как вы к этому относитесь? Что снесли все исторические здания, 90%? Ну, вы знаете, ведь привыкли к ним. Гостиный вот двор в здесь Ульяновске красивейший был. там центр остался старинный. Вот это плюс. А у нас, ну, видимо, время такое было, что надо было строить жилье. Ну, я считаю, что, конечно, надо было оставлять больше. И Бахмустов, и Махаев, Больше. и другие тоже считают, что, конечно, это неправильно. Неправильно. Обеднили вот образ нашего. Был бы Да. старый город, старый Да. центр. А вот, получается, просто уничтожили, снесли. Осталось Это мало зданий. Спасибо. У нас все, каждый высказывает свое. Какие-то пожелания. Поэтому спасибо, что вы вот с этим не согласились. Уважаю вашу точку зрения. Дальше. Памятник сказали. Музей вы тоже оговорились. Как вы считаете, тоже это есть в десятках регионов страны, и в некоторых даже по несколько музеев. В этом музее были бы архивные материалы, воспоминания, и там люди могли бы собираться, проводить научные конференции. Вы бы сами тоже могли бы зайти посмотреть экспозиции, да? Конечно. Потом у нас вот на месте захоронения у Благоявленских родников, или это ручей Эрефлей, в нескольких километрах от вашего садового Да. товарищества. Вы не проходили мимо? Там есть как? ручей, часовня. Да. 7. Частенько я там. Недавно вот один из, так сказать, подразделений поискового сообщества Мордовии Сергей Цыганов вместе с товарищами там сделали деревянное ограждение вокруг 7 расстрельных ям в ноябре. И вот несколько недель назад очень молодцы. И ну, по-прежнему там, конечно, люди, большинство, я сам тоже недавно, только вот год назад или два, узнал, что там места захоронений расстрельных, там люди делают шашлыки, вот как-то относятся к этому не понимая, потому что, естественно, почему, если красивое место у родника, рядом пруд, почему бы не сделать, то есть они не виноваты, я считаю. Но чтобы в ближайшие десятилетия там не снесли, не построили очередной небоскреб с жилыми домами, Я думаю, и что в ближайшие... как бы нам защитить это место? Я думаю, что в ближайшие 50 лет это 100% там ничего не построишь. А почему? Вокруг Построить. там Да лесок, нет, пруд. там- Какой там пруд? Пруд там выше, а это в самом овраге совершенно. Засыпать землей и построить Не 20-этажку. знаю. Нет опасений. Просто, может быть, к этому общество и придет, что вот такие участки захоронения объявят памятниками Истории там, или как истории, да, называется. и культуры. Может быть, я не знаю, как вот у нас вот 4-й корпус, памятник культуры. В общем, мы предлагаем там мемориальный комплекс в десятках регионов России. Вы это тоже поддерживаете. Если там, чтобы обозначить эти места, вот Николай Андреевич Кручинкин сказал, чтобы поднять, видно было, что это Нет, захоронение. вот такой не капитальный, а вот именно ближе какой-то, чтобы он вписался в окружающую природу. Вот это часовня, родник, вот купальня, там как-то это надо
чтобы в одном Ансамбль это, комплексе, да. в одном комплексе. ансамбле это все было. То есть можно построить там и бетонную стелу какую-то поставить, но она просто не будет смотреться и будет как-то это. Это тоже надо, может быть, конкурс объявить среди молодых архитекторов. Вон есть у нас институт национальной культуры, который могут архитектурно-строительный факультет. А вот последний вопрос. У нас еще есть места захоронений, которые неизвестны. И в Саранске, видимо, есть несколько мест Вот я знаю, захоронений. где-то под Лямберем, по-моему, есть. А где там, считайте? Это надо у Салимова спросить, он этим занимается. Салимов это кто? Марат, Марат Салимов. Он тоже искал места захоронений, да? да, у него, по-моему, дед репрессированный. Много в этом пишет в Обращусь. интернете. И вы считаете, что нужно тоже, в этом государственной тайны нет, нужно опубликовать эти места захоронения? Конечно. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в нашу инициативную группу вошел Дмитрий Михайлович Бардин. Спасибо вам большое, Дмитрий Михайлович. Вам спасибо.